Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: что уже для вас предрешено. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну ничего себе. Что предрешено? Да жизнь вам предрешено поменять. Избавиться от того, что вам не нужно, мешает, усложняет, и выйти к какому-то максимуму радости, в удовольствии, в счастье. Вот что вам предрешено. Знаете, как ракета, да, очень похожа на ракету, которая на высокой скорости летит в космос. Вот такой вот значок я вижу, такое ощущение идет от этого. Так, здесь у меня два человечка обнимаются. Смотрите, эта встреча состоится вопреки создавшейся ситуации, вопреки каким-то условиям, вопреки вообще, в принципе, да, люди могли очень сильно там разругаться, расстаться, люди живут в разных уголках света. Встреча 100% состоится. И эта встреча очень положительно отыграется именно в вашей жизни. Потому что благодаря этой встрече вы садитесь на эту прекрасную, смотрите, какая-то ладья, огромная лодка. Вы на нее садитесь и плывете вправо вверх спиной. Спиной, понимаете? Это какое-то конкретное, грандиозное улучшение. Улучшение именно в вашей жизни. Плыть спиной — это значит самый, даже не то чтобы самый смелый. Нет, вы об этом даже не думаете. Вы не думаете, что можно жить именно так хорошо, да? Так хорошо, потому что ладья, она плывет именно вперед, вправо, вверх. Очень классный знак. Девушки, женщины, если вы сейчас не в паре, не в отношениях, а лишь только ищете свою половиночку, то такие знаки у меня очень часто, 99,9% отыгрывается муж-иностранец. Иностранец, причем состоятельный иностранец, и увезет он вас к новой прекрасной жизни. Что бы за страна ни была, поверьте, вам там будет любо-дорого, да, шикарные условия, прекрасные отношения, и эту страну, например, вы назовете своим домом. То есть вам идеально все подойдет. И климат, и культура, и там язык быстро выучите, да, свое место в жизни найдете. Это очень крутой знак на самом деле. Так, для девушек, женщин, кто уже в отношениях, вот эта встреча может отыграться как переезд, причем переезд на какое-то новое место, лучшее место. Допустим, переезд в свою собственную квартиру, в каком-нибудь хорошем месте, либо переезд в свой собственный дом в не менее прекрасном месте. То есть вы спиной, вы об этом сейчас не думаете. И если я вам скажу, то вы, скорее всего, не поверите. Да? Вот так идет. То есть спиной вперед, вправо вверх. Очень классный знак. Вот встреча, все это встреча, разговор, все это решается именно в такой ситуации. Следующий момент. У вас в руках какой-то музыкальный инструмент, очень похожий на арфу. Нет, это не значит, что вы будете играть на арфе, хотя если кто-то умеет, то, пожалуйста, ради бога. Да, либо кто-то хотел бы научиться освоить этот инструмент. Прекрасный инструмент, замечательная музыка, у вас все получится. Здесь именно игра на струнах. Арфа сама собой подразумевает жизнь. Да? То есть вы будете управлять всеми процессами своей жизни. То есть если раньше, например, вы от кого-то зависели, от чего-то зависели, вынуждены были вливаться в эту среду, да, адаптироваться к среде, то теперь вы как сами играете на этих струнах, да, вы сами создаете музыку, вы сами распоряжаетесь и своей судьбой, и своей жизнью, и тем, что вы хотите в своей жизни, кого вы хотите в своей жизни. Да? Вот как если есть какое-то влияние, давление, это все уйдет. Так, следующий момент. Здесь четверка вышла, и четверка от какой-то женщины.
Но по женщинам обычно при четверке отыгрываются какие-то родственницы. Родственницы, ну, допустим, да, с кем вы не очень хорошо общаетесь, либо в принципе не общаетесь. Эта женщина сама инициирует восстановление семейных связей, семейных отношений. Ну, допустим, ну, как вариант, да, у вас есть свекровь, и со свекровью вы не дружите. Свекровь, например, там, против вас была, да, либо она постоянно там находит у вас изъяны. Вы с ней перестали общаться, либо общаетесь крайне мало. И вот эта женщина инициирует, да, по ее инициативе происходит сближение. То есть она меняется, начинает к вам лучше относиться, вам помогать, не мешать, да, там, всячески поддерживать вас. Да, вы начинаете с ней ближе общаться. Вы понимаете, что ну вот поменялась, да, либо она не настолько плохой человек, как изначально себя там повела, либо показала. У кого-то может отыграться, что это не свекровь, а, например, теща, да, если смотрит меня мужчина. У других может даже отыграться собственный какой-то родственник, с кем у вас были, ну, не очень хорошие отношения по разным причинам. Да? И вот человек инициирует приближение к вам. То есть хорошее отношение к вам, желание с вами общаться, желание поддерживать именно четверку семейные связи. И это будет для вас очень удивительно и также очень-очень приятно. Так, следующий момент. Здесь любовь вопреки. Вопреки каким-то условиям, вопреки какой-то ситуации. Любовь. Любовь, которая... Знаете, вот вообще такое ощущение, что вы отрицаете любовь. Либо вы боитесь полюбить. И вы говорите, нет, это губительно для меня, я в прошлом там пережила, ничего там хорошего нет, ты сам себя теряешь, ты там начинаешь жертвовать собой, никто это не ценит, там сплошной абьюз, разбитое сердце, ну вот не хочу и не буду. Больше не полюблю, да, никого и никогда, ни при каких условиях. Ну вы так, по крайней мере, себя настроили. Либо мужчина так себя настроил, который рядом с вами, что нет, любовь это все ерунда, любви там не существует, все это там выдумка, придумка, и я не полюблю, да, не любил, не люблю и не полюблю. Здесь любовь настолько резко ворвется в жизнь, настолько с головой просто, да, накрывает эта любовь, эти чувства, что человек не успевает опомниться. То ли вы, девочки, у кого-то так сильно влюбитесь, то ли вот мужчину, да, мне тоже показали, который тоже может так же сильно влюбиться в вас. Любовь вопреки настрою человека. Но любовь, в принципе, счастливая мне вышла, потому что сердце полное. Как бы вы там ни отрицали любовь, как бы этот человек не отрицал любовь, но любовь случится. И будет очень сильной, настоящей, очень-очень крепкой. Так, еще. Здесь мне вышел очень такой сильный, большой человек с очень маленькой, глупой головой. Тело большое, сильное, мускулистое. Голова, ну прям совсем такая миниатюрная, и там практически нет мозга. Да, нет места, куда бы этот мозг поместился. Этот человек почему-то вам закрывает дорогу, либо пытается закрыть вам дорогу. Пользуется, скорее всего, тем, что большое тело, много силы, либо много каких-то возможностей. Может быть, какой-то приблотненный человек там, со связями. Вот этим может пользоваться. Но голова-то глупая. Мои хорошие, здесь предрешено, чтобы вы этого человека убрали со своего пути. Либо победили этого человека, оттолкнули этого человека. То есть у вас тело поменьше, да, мускулы поменьше, но голова у вас побольше. То есть у вас очень много знаний, вы очень мудрый человек, вы смекалистый человек, в конце концов. Я вижу, что именно головой вы победите. Головой, не физической силой, а именно головой. Что-то такое придумаете, какое-то действие произведете, что вы этого человека со своего пути просто сдвинете. И уйдет эта помеха, уйдет... как конкуренция, скорее всего. Смотрите, пришла информация, что у кого-то такая ситуация в отношениях, в любви. Ну, например, есть у вас какая-то конкурентка, может быть, она моложе, чем вы, да, может быть, по фигуристей, но при этом очень глупая, абсолютно глупая. То есть вы что-то такое придумаете, что поможет вам от нее раз и навсегда избавиться, без всяких там дополнительных физических усилий.
такая информация идет. Ну, либо это какой-то конкретный человек, который преграждает вам, например, путь к карьере. Да? Что-то вы такое придумаете, что этого человека напрочь уберет. Либо в бизнесе может быть какая-то конкуренция. Но тут именно в вашей голове родятся мысли, и какое-то действие произойдет. Но это не физическое, да, что вы там не применяете силу, там, не идете с кулаками, либо с ломом, а именно что-то прям такое умно-хитрое. Да? Вы это сделаете и уберете эту конкуренцию. Причем уберете так, что другим и неповадно будет больше к вам, например, вставать на ваш путь, преграждать вам вашу дорогу к вашей цели. Так, следующий момент. Следующий момент связан с очень худой уточкой. Это проблемы по финансам, это недостаток средств, и это, возможно, какие-то долги. Уточка очень худая в правой стороне, то есть деньги вы зарабатываете именно честным трудом, от этого их только меньше и меньше становится. Жизнь тяжелая, положение ваше финансовое тяжелое, но, девочки, женщины, мужчины, кто меня смотрит, смотрите, вам предрешено эту уточку откормить, я не знаю, просто до размера динозавра. Да, сейчас это просто уточка, одна голова и кости. А в будущем это просто огромный динозавр, утозавр. Да, вы ее раскормите. Здесь вы будете работать не физически, а умственно, да, вот головой. Опять же, возвращаемся к тому, что у вас очень большая голова, очень немного знаний, очень много скопилось каких-то навыков, умений, да, талантливый человек. То есть вы раскормите эту уточку, это уже предрешено, то есть по-другому быть не может. Вы сейчас доходите до какой-то точки, как дедлайн, да, то есть вы до нее доходите, и потом у вас происходит как, знаете, взрыв сознания. Вы говорите, да как же так, ну ё-моё, почему я должен жить так бедно, да, что такое? Начинает голова думать, да, обычно, знаете, как говорят, когда человек голоден, голова лучше работает, да, мозг лучше соображает. Вот и у вас приблизительно по такому же принципу, когда вы дойдете до какой-то точки, где уже ниже просто минус, у вас взрыв сознания, и вы что-то такое придумаете. Деньги вы просто будете, я не знаю, с воздуха что ли брать, как это правильно сказать. Зарабатывать вы будете не физическим трудом, не тяжелой там работой, а именно головой. Вот пришли с воздуха, деньги натрусили и пошли себе довольная, либо довольный. Вот именно такая работа идет. Умственный труд и легкие деньги. Насколько это возможно, да, легкие. Но опять же, если сравнивать, там, копать землю лопатой и зарабатывать, допустим, где воздух, в интернете, да, то, конечно же, легкие. Что-то прям придумаете, динозавра целого выкормить из этой уточки, огромного. И это уже предрешено. Так, человек на букву Т сыграет какую-то очень ключевую роль в вашей жизни. Может быть, вы уже знакомы, может быть, еще предстоит познакомиться. Мне идет больше как женская энергетика. Хотя и мужчина может быть, знаете, такой немножко нервный, истеричный, с женскими, например, чертами лица, либо женским характером. Прям ключевую роль играет в вашей жизни. Причем как антипод ваш. То есть, может быть, в какой-то момент вы просто будете смотреть на этого человека, сравнивать с собой, и вам не захочется быть как этот человек. Да, вы скажете, нет, так я не хочу. Вы будете что-то делать, что-то менять, над чем-то работать. Это у одних отыграется. А у других отыграется наоборот, что этот человек поможет вам конкретно справиться с какой-то вашей проблемой, с какой-то вашей ситуацией, с каким-то вашим, может быть, тяжелым положением, да? Какой-то вредной привычкой, может быть. Что угодно может быть, да? Человек вам помогает. Либо вы смотрите на этого человека и говорите, я так не хочу, я буду по-другому. Либо этот человек конкретно приходит и что-то делает, помогает. Прям судьбоносную роль сыграет в вашей жизни. Так, еще. Почему-то я вижу свадьбу. Я, конечно, головой понимаю, что здесь очень много людей, которые уже замужем, либо в браке состоят, но все равно идет какая-то свадьба. Может быть, это люди будут отмечать, как там это, золотая свадьба, да, там серебряные свадьбы, да, какую-то прям годовщину, дату вместе. Как долго проживут вместе. А у кого-то действительно свадьба, которая состоится, причем классическая. То
есть платья, фото, там, гости, музыка, гуляние в несколько дней. Да, вот свадьба такая будет. Мужчина и женщина одинаково идет предсказание. Либо вы с настоящим партнером проживете очень долгую жизнь вместе и будете отмечать там эту золотую свадьбу. Если честно, уже не помню, какая там самая долгая. Напишите в комментариях, полезно будет обновить знания. Либо вы действительно будете выходить замуж, либо жениться. То есть это уже предрешено. Здесь люди такие вот прям счастливые вместе. Так, еще предрешено. Кому-то предрешено купить машину, как хотите. Это банально, но это показали. Если машины у вас нет, то она у вас 100% будет. Если вы конкретно, у вас машина есть, но вы конкретно мечтаете о какой-то модели, то да, вы ее купите, вы ее 100% купите, она у вас будет. То есть у вас будет такая возможность купить то, что вы хотите. Ну, например, у вас какая-нибудь там бюджетная машина, а вы мечтаете, допустим, о Тесле. Да? То есть вы ее купите, 100% купите. В левой стороне, то есть вопреки сложившейся ситуации, либо ваших возможностей в сегодняшнем дне, машину вы 100% купите. Водить машину вы будете. Да? И именно ту машину, которая вам вот именно нравится по душе. Так, еще предрешено с кем-то попрощаться. Вот тут немножко нужно быть поосторожней. У одних отыграется, что человек уйдет в мир иной, у других отыграется, что человек уедет куда-то очень-очень далеко, и связь с этим человеком оборвется. Ну, мы все взрослые люди, да, понимаем, что от рождения до смерти это всего лишь как один шаг идет, да. Может быть, у вас есть родственники, которые сейчас болеют, да, возраст, опять же таки. В принципе, это естественный процесс. Естественный процесс. И как бы это ни было больно, но всех нас рано или поздно это ждет. То есть я вижу, что вы с кем-то прощаетесь. Прощание будет достаточно горьким. То есть с эмоциями, с переживаниями, все как полагается. Даже если человек уезжает, все равно будут такие переживания. Значит, мои хорошие, это просто надо принять, это нужно просто пережить. Знаете, где-то уйдет, где-то придет. То есть по такому принципу. Так, и еще предрешено вам здесь какую-то справедливость восстановить. Справедливость, либо добиться какой-то справедливости. Опять же, вы все разные. Мне здесь показали какой-то процесс бесконечный. Это все как клубок. Вот тянется, очень медленно тянется. Либо очень много лет прошло, либо очень долго идет процесс. Но справедливости вы 100% добьетесь. Вот что бы это ни было, как бы это ни было подано, но вы справедливости добьетесь. Правда будет восстановлена. Причем ваша правда. Вот как вы ее видите, как вы ее чувствуете. Понятно, что вы все разные, у каждого своя ситуация. Но вот именно как вы хотите, как вы чувствуете, так и будет. 100%. Так, и еще один важный момент. Здесь негатив вышел. Негатив. Возможно, есть негатив на вас, либо на ком-то из ваших близких. И этот негатив делает жизнь черной, пустой и безрадостной. У кого-то может отыграться, что человек на почве этого негатива болеет. У кого-то отыграться, что человек там одинокий, несчастный. У кого-то, что человек, например, неправильный образ жизни ведет, да, например, там, пьет, еще что-то делает нехорошее. То есть, в принципе, у каждого по-своему может отыграться. Но это негатив. Негатив, который подстрекает человека именно к тому, чтобы не жить, а существовать. Да? То есть ухудшение. Ухудшение, причем, возможно, даже по всем статьям вашей жизни. Смотрите, для вас, предрешено снять, либо избавиться от этого негатива. У одних отыграется, что вы сами там, молитвами, какими-то своими действиями добьетесь этого. У других отыграется, что через кого-то, благодаря кому-то, например, да, этот негатив с вас сойдет, и вам полегчает, либо вашему близкому полегчает. То есть это возможно, это реально, и это будет. Так просит вам передать. Но это явно негатив, который мешает, очень сильно мешает. Как
ко дну тащит постоянно. Вы постоянно пытаетесь всплыть на поверхность, а вас как будто бы ко дну тащит вот этот негатив. Ну, видите, как решено, предрешено, вы его снимете, вы от него избавитесь, не будет этого негатива. То есть, знаете, как раз и навсегда себя снимете, уберете. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.